Накануне одного из самых молодых праздников – Дня мира, Дня отмены КТО, мы собрались в нашей студии, чтобы еще раз поговорить об этом важном событии в истории чеченского народа. И сегодня гость в нашей студии – политический аналитик и наш коллега Абдулла Истамулов. Абдулла Истамулов – один из самых цитируемых европейских экспертов. 20 лет специализируется по темам радикализации общества, экстремизма, терроризма. В разные годы являлся экспертом Государственной Думы Российской Федерации, автор ряда научных трудов и книг. Абдулла, я рада приветствовать вас сегодня в нашей студии и сразу хочу перейти к вопросу. Абдулла, подрастающее поколение не совсем понимает всю значимость этого дня, ведь отмена контртеррористической операции стала переломным моментом в истории чеченского народа. Вот на ваш взгляд, что дало отмена контртеррористической операции для Чеченской Республики и какие позитивные изменения произошли в регионе? В любой истории должна быть законченность, особенно такой кровавой и бессмысленной, которая была на нашей территории в течение 10 лет. Не мы это начали, конечно. Дело в том, что сам экстремизм, то есть терроризм, который был в России, он потерпел довольно-таки сильное поражение, и он ослаб. Мы можем сказать, что Чеченская Республика – это пока еще, к сожалению, единственный пример, такой показатель, работающая практика победы над терроризмом. Это победа России. Огромное значение. Давайте мы отметим изначально все-таки вот основателя новой Чечни Ахмед Хаджи Кадырова и его фраза «Мы не должны остановить войну, мы должны ее закончить». Вот смысл этой фразы был в том, что он имел в виду не эту военную кампанию или антитеррористическую операцию, а вообще вот это многовековое противостояние. Главная заслуга этого человека, наверное, его жизни, то, что война и референдум, и отмены КТО, разумеется, громадный вклад этого человека. Что касается молодых людей, они не совсем смогли проникнуться в ту боль, которая была. Они были молоды, они были маленькими. Человек ощущает только то, что он прочувствовал. И поэтому я думаю, что не столь надо их винить, сколько надо им рассказывать об этом и показывать. Вот, и в том числе и наша с вами беседа – один из таких инструментов, как можно просветить молодежь. Что касается самого праздника, он действительно праздник. Праздник во всех смыслах этого слова, когда люди жили, я не могу сказать, что в аду, но что-то похожее. И потери близких, человек не может проехать нормально, боль постоянная, то есть тревога. А здесь в этот день сказали, что все политические институты будут работать нормально, саму операцию, саму тревогу отменили, война заканчивается, для людей заканчивается. Она на бумаге, она, вот именно на бумаге, вот юридический аспект, он и есть, когда сказали, что все, дальше власть у гражданской администрации, и что мы на своей земле хозяева. Абдулла, интересен ваш взгляд как политолога. Вроде бы военные действия завершились намного раньше 2009 года, однако контртеррористический режим, действовавший с 1999 года, был отменен только 10 лет спустя. Несомненно, заслугам в отмене КТО принадлежит главе Чеченской Республики Рамзану Хаджи Кадырову. Вот как вы считаете, насколько человек должен выложиться в работе, насколько он должен обладать уважением и силой как личность, чтобы добиться таких результатов? Мы знаем прекрасно, что федеральный центр, определенные ее части, в той части, которую называют ястребами, которые фактически и привели к военным действиям совместно с нашими внутренними радикалами к этой войне, скажем так. Вот. То есть они на этой войне не только зарабатывали погоны, там, чины и так далее, но еще большие деньги крутились здесь. Мы должны это понять, что коррупционная составляющая тоже была это. Вот. Интерес был заложен
Вот. И поэтому очень многие не хотели, чтобы это закончилось, кстати. И боевые, которые войны нет, зачисток нет, взрывов нет. Это нормальный регион уже много лет. Но однако же 20 тысяч военных, они получают и боевые, и так далее, и так далее. То есть тут еще был заложен этот интерес. Вот. И, разумеется, чтобы преодолеть вот эту коррупционную составляющую и вот это сопротивление и военных, и невоенных, разумеется, нужны были и громадные усилия, и авторитет. И, разумеется, у Рамзана Кадырова и того хватило, чтобы это сделать. Я представляю, каких неимоверных усилий ему это стоило. И, разумеется, личные взаимоотношения тогда с председателем правительства Путиным и отца Газат Облдуэс Ахмад Хаджи Кадырова, его личные отношения, и уважение Путина, что к Ахмад Хаджи Кадырову, что Рамзан Кадырову, и вот, и, наверное, и чеченская составляющая вообще. Вот это все вместе сыграло, вернее, приблизило эту дату. Будь воля, наверное, тех людей, тех групп, которые хотели бы и дальше продолжить, а мы лет через 10 только, наверное, бы отменили к этому. То есть то, что этот день был приближен, и мы ближе к миру, это, конечно, в первую очередь, вы правы, заслуга Рамзана Ахмадовича Кадырова. Роль личности в истории, она огромная. Именно вот таких личностей, как Ахмад Хаджи Кадыров, как Владимир Путин, и, разумеется, Рамзан Ахмадович Кадыров, это то, что задумано было Ахмад Хаджи, его исполнителем, разумеется, был его сын Рамзан Ахмадович Кадыров. И мы это видим за окном, то, что у нас рядом происходит. Вот уже сразу после отмены КТО народ Чеченской Республики почувствовал позитивные изменения. А на данный момент как бы вы охарактеризовали социально-экономический и инвестиционный климат республики? Мой опыт жизненный и профессиональный, он дает мне определенное право давать оценку вот таким действиям и делать сравнительный анализ. То есть, к примеру, во Второй мировой войне Германия была разрушена, я вам скажу, не больше, чем Чеченская Республика в этих двух войнах. Ну, территория там большая, правда, вот. И весь мир фактически по плану Маршалла восстанавливал Германию. По разным данным. От 8 до 14 лет, то есть понадобилось, с громадными ресурсами, и людскими, и финансовыми. А здесь и людских, и финансовых ресурсов намного меньше. Но, скорее всего, наверное, и желание огромное самого лидера народа и самого народа. Мы соскучились по миру, и, разумеется, только тот человек, который жил в состоянии войны 10 лет, 10-15 лет, да и, наверное, ичкерийский период ни мира, ни войны, и фактически тому от той же войны, но только в другом аспекте. То есть лет 15, там, через 20, вот, и люди соскучились по миру, и они делали фантастические вещи, имеется в виду в плане восстановления. А народ сам, он очень трудолюбивый. Местное самоуправление, института в России не было вообще. Его ввели вот только недавно, к примеру. И вот здесь полный комплект политических вот таких сегментов в нашей жизни, они создавались с нуля, то есть изначально. И чтобы это все где-то в пределах 5-8 лет это восстановить инфраструктуру республики, политические институты, вы знаете, такого аналога в мире нет. И здесь я могу только восхищаться, и единственный вот тот пример, который я привел, это план Маршалла в остальной Германии. То есть других примеров даже близко не подходит к этому. Это просто фантастика. И завершая нашу беседу, хотелось бы спросить, что лично для вас символизирует День мира? Это, конечно, очень личный вопрос. Наверное, я выражу мнение многих людей. Но самое первое, я почувствовал себя снова, как ни странно это будет сказано, человеком. Будучи гражданином этой страны, я был на собственной территории, я был изгоем.